Главными героями этой серии будут Цзинь Шужень, Мач Жуньин и Северо-Восточная антияпонская добровольческая армия. На первый взгляд эти силы не связаны между собой, но в итоге они оказались в одной цепочке и открыли роковой механизм ящика Пандоры Синьцзяна. Начнем с Цзинь Шуженя. Он правил всего 5 лет, все время расширяя армию. Уверенный в силе своего войска, он решил устранить власть уйгурских ханов Хами. После смерти Шах-Махсута, 9-го хана Хами, Цзинь задумал провести реформу Гайту-Гуйлю, то есть заменить власть наследственных уйгурских ханов на чиновников Хани с центра. Со времен Цин в Хами управляла династия уйгурских ханов. У ханов Хами были свои земли и собственные войска. Предыдущий глава Синьцзяна Ян Цзэньсинь не решился тронуть этот пороховой склад, а вот Цзинь Шужень решил, что смерть Шах-Махсута – это шанс. И, опираясь на свое войско, взялся решить вопрос Хами. Он отменил наследственные права и власть уйгурских ханов и собрался назначить чиновников Хань. Но поводом к взрыву стала мелочь, так называемое дело Сяобао. Все началось с того, что офицер в Сяобао захотел силой взять в жены уйгурскую девушку. Но его убили сельчане. Когда же они узнали, что власти собираются прислать войска, то первыми подняли восстание, убив гарнизон и поселенцев Хань. Местные уйгурские беи решили, что настал их час. Один за другим они подняли свои отряды. Наибольшую силу собрал бывший отряд хана Хами под командованием Хаджи Нияза. Он одновременно сплотил уйгуров и использовал конфликт между Цзинь Шуженем и Нанкином, отправив людей просить помощи у правительства в Нанкине. Посланец Ялубаш по пути в Ганьсу встретил Дунгана Мач Жуньин, который к тому времени терпел поражение за поражением и с остатками войск ютился в районе Цзюцюаня. Ялубаш понял, ждать помощи из Нанкина слишком долго, путь занял бы 3-4 месяца. Поэтому он сошелся с Мач Жуньином и привел его войска в Синьцзян. Так открылись вторые ворота Пандоры, Дунганские. В Хами было 3 города: Кумул, Ханзу Шахри и Ини Шахар. Ходжа Нияз взял Кумул, Мач Жуньин захватил Ханзу Шахри, но Ини Шахара им взять не удалось. Цзинь Шужень спешно отправил Луся Цзу с армией, но тот был разгромлен Мач Жуньином. Первая попытка спасения провалилась. Пока Цзинь вел переговоры с Мач Жуньином, он сменил Луся Цзу и назначил командующим Чжан Пэюаня из Или. Он собрал крупную армию для второго наступления. На этот раз Мач Жуньин отступил в Ганьсу. Чжан Пэюань вернул 3 города. Ходжа Нияз ушел в горы, начав партизанщину. Но межэтнический конфликт уже было не затушить. Восстание Хаджи Нияза дало повод СССР и Монголии вмешаться, они снабжали его оружием и продовольствием. Узнав это, Чжан Пэюань понял, что задачу силой не решить, и пошел на переговоры. Но брат Цзинь Шуженя, Цзинь Шусинь, подозревал его в сговоре с иностранцами и донес на него. Цзинь Шужень поверил и отозвал Чжан Пэюаня в Урумчи. Тот, оскорбленный снятием, действительно задумал мятеж. Вернувшись в Или, он начал готовить силы. В 1932 году Цзинь назначил Шэн Шицая командующим Восточной армией. Тот выступил на подавление восстания. Ходжа Нияз не выдержал и отступил в Пичан. Туда Цзинь послал Сунфаю. Тот взял город и устроил резню местным уйгурам. Межнациональная вражда достигла предела. Воодушевленный, Сюн пошел на Турфан, но потерпел поражение от уйгуров и был убит. Так как Турфан всего в 200 километрах от Урумчи, Цзинь срочно направил Шэн Шицая. Шэн с 4000 бойцов взял и Пичан, и Турфан. Он побеждал раз за разом. Его слава росла. Его называли непобедимым генералом, но в это время Мач Жуньин снова вошел в Синьцзян и пошел на Урумчи. У Цзинь Шуженя не осталось войск, он вынужден был держаться за Шэн Шицая и просил его вернуться для защиты столицы. Мач Жуньин стоял у ворот. Внутри города царила паника. Двухлетняя война измотала и чиновников, и армию. Каждый ждал удобного момента для раздела власти. В 1933 году начальник штаба Чэнь Чжун, командир обороны Бай Шоучижи, директор авиаучилища Лисятян, уездный глава Тао Минюэ и другие объединились с остатками северо-восточной армии с белогвардейцами, обращенными в плановую армию, и устроили переворот. Более 200 белых офицеров перекрыли двери правительства. Цзинь Шужень спал и не знал ничего. Проснувшись, он сбежал через черный ход. Удивительно, но он совсем не имел разведданных. Это означало, что все силы ждали его падения. Вечером заговорщики собрали чиновников на срочное заседание и учредили временный комитет. Председателем стал глава образования Лю Вэньлун, а главой военного комитета – Чжэн Жунь. Почему антияпонская армия с северо-востока оказалась в Синьцзяне, мы расскажем позже. Цзинь Шужень, сбежав из города, собрал войско и пошел в контратаку. Но к тому времени Шэн Шицай уже прибыл в Дихуа. Заговорщики обратились к нему, уговаривая поддержать революцию. Шэн Шицай встал на их сторону. Цзинь Шужень понял, игра окончена.
Он увел остатки войска в Тарбагатай. Шэн Ши Цай без труда вошел в столицу Урумчи. Но тогда он был лишь одной из сил в Дихуэ, без явного преимущества. После бегства Цзиньшужэня в Дихуэ возникло два лагеря. Среди чиновников переворотом руководили начальник штаба, директор авиаучилища и глава уезда Дихуэ. С военной стороны был командир обороны города, Чжэн Жунчен с северо-восточной антияпонской армией, белогвардейцы, сведенные в плановую армию, и Шэн Ши Цай с его шэньской армией. У чиновников была лишь административная власть. Без войска они почти ничего не могли. У командира обороны было всего около сотни бойцов, у белогвардейцев чуть больше 200. Зато у Шэн Ши Цая несколько тысяч солдат. После побед над Мач Жуньином его авторитет в армии резко вырос. Шэньская армия фактически стала его личной силой. Единственным реальным противовесом оставалась антияпонская армия. После Мукденского инцидента 18 сентября и захвата Маньчжурии Японией, возникло десятки партизанских отрядов. Но половину из них японцы вытеснили в СССР, там их полностью разоружили. Монголия тогда была лишь полунезависимой. Их под конвоем советских войск переправили через Сибирь в Синьцзян. Сначала они ехали поездом через Борисовку и Сибирь, потом их перевезли в Айгуз. Перед походом из Айгуза в Тарбагатай советская сторона выдала пайку всего на 4 дня, а путь занял 10 дней. При морозе ниже -30 на каждого приходилось лишь 160 граммов хлеба в день. В СССР ушло более 30 тысяч бойцов армии. Из Айгуза в Тарбагатай пошли 7-8 тысяч. Всего до Синьцзяна добрались более 20 тысяч человек, но они были безоружны. Вскоре часть из них Шэн Ши Цай вооружил и бросил против Мач Жуньин. Так антияпонская армия стала войском гражданской войны. Тысячи ее бойцов погибли в этом конфликте. Кто бы мог подумать, что они падут не от рук японцев, а на далекой земле Синьцзяна. Среди них был и их вождь Чжэн Жунчен. После переворота его избрали главой военного совета. Но он решительно отказался. Он считал себя гостем в Синьцзяне и не хотел вмешиваться во внутренние дела. Надеялся вернуться в Центральный Китай или обратно в Джунгарию бороться с японцами. И вот его скромность дала Шэн Ши Цаю без сопротивления занять главный пост. Получив власть, Шэн Ши Цай все же чувствовал неуверенность. Он не мог доверять организаторам переворота. Если они свергли Цзиньшужэня, разве не могли бы свергнуть и его? К тому же антияпонская армия насчитывала более 20 тысяч. Если бы они подняли мятеж, его войска вряд ли устояли. Шэн стал подкупать младших офицеров армии, постепенно раскалывать и ослаблять их. Когда дело удалось, он под предлогом срочного совещания созвал организаторов переворота, а затем всех их уничтожил. Более десятка командиров армии, включая Чжэн Жунчена, были убиты. Их тела выбросили в степь, без могилы и памяти. Никто из них и не думал, что погибнет за 3000 километров от фронта с японцами, причем по надуманным обвинениям. Шэн Ши Цай получил власть, запятнанную их кровью. Они всю жизнь смотрели в лицо врагу, храбро сражались против японцев, а в итоге пали от пуль в спину от своих же китайцев Хань в далеком Синьцзяне. Так будущий властитель Синьцзяна Шэн Ши Цай захватил власть переворотом и жестокой рукой утвердил свой трон.